В пятницу 30 января глава Республики Башкортостан обратится с традиционным посланием к Госсобранию региона. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Энже Ахмадуллина, председатель Общественной палаты Республики Башкортостан. Здравствуйте. Здравствуйте. Энже Ревелевна, сегодня мы обсуждаем предстоящее послание главы Республики Башкортостан. Это ключевой документ, который определяет стратегию нашего развития. Естественно, Общественная палата Республики Башкортостан – это как связующий мост между властью и людьми. Наверняка какие-то чаяния может высказать. Вот чего ждете от предстоящего послания? Прежде всего, хотелось бы отметить, что Общественная палата Республики Башкортостан в течение года также готовится к данному посланию, если учесть, что мы проводим общественные мониторинги, общественную экспертизу правовых документов, также проводим и опросы, и круглые столы на актуальные темы, и в дальнейшем уже даем те или иные рекомендации, либо пути решения вопросов органам исполнительной власти, взаимодействуем с законодательной властью, также законодательной инициативой выходим. Вот. Поэтому в течение года эта работа ведется, и, конечно, мы все ждем это послание, потому что не только как общественники, но и как жители, как предприниматели республики, да, вот все мы ждем, потому что это ориентир, что нас ждет, какие будут изменения, на что обратить внимание. Вот это такой документ, мы считаем, что важный для нас, всех жителей республики. То есть работа ведется круглый год, да, это не просто вот взяли, да, и отчетный период какой-то, а именно тщательно идет анализ жизни общества. Да, конечно, и по итогам года Общественная палата также готовит свой доклад и оглашает, на обозрение, да, всему обществу и главе Республики Башкортостан. Энже Ревелевна, если говорить уже о конкретных сферах, вот какие, может быть, сегодня направления наиболее актуальные, которые волнуют общество? Может быть, вот такие вот рэперные точки, вот болезненные, может быть, вот, которые нуждаются именно в освещении? Я думаю, что сегодня ни один человек не только в Республике Башкортостан, но и на всей территории Российской Федерации не остается в стороне от специальной военной операции, которая сейчас у нас идет, и помощь именно организованная в тылу, насколько она помогает, да, на передовой. Я считаю, что это самая острая, самая больная, что ли, тема для всех жителей Республики Башкортостан, потому что именно близкие люди находятся на территории проведения специальной военной операции. Каждый житель переживает, то бы он за маму, за папу, за братишку, за внука, за племянника. И этим мы все настолько объединены уже на протяжении стольких лет. Поэтому я думаю, что это самая острая проблема. То есть это именно та главная тема, которая может стать основополагающей в послании главы? Да, считаю так, потому что это затрагивает каждую семью. И когда мы говорим про благополучие семей Республики Башкортостан, мы также подразумеваем о том, что это именно живыми, здоровыми, чтобы к нам вернулись наши бойцы. И при этом обеспечить еще и крепкий тыл, да, именно это тоже одна из таких вот составляющих данной тематики. Да, конечно, потому что когда ждут дома, когда в семье все хорошо, да, супруга, дети, мамы, папы, да, когда вот вся республика берет под опеку семьи наших бойцов, то, конечно же, им воевать намного, не намного, уж проще сказать, это придает силы. Общественная палата ведет мониторинг именно развития республики как региона, ведет мониторинг настроения, да, как меняется настроение общества за последние годы, как изменилось настроение общества. Может быть, именно в 2025 году есть какие-то вот наметки в том плане, что если вот тема СВО, разумеется, волнует всех, так или иначе, какие еще темы волнуют общество?
Тенденция такая очень хорошая, скажу, что сознательность граждан, патриотизм, вот это чувство, оно очень считывается, да, там, с поступков людей. И видно, как меняется сознание наше, всех с вами, да, с нами, вот, о том, что нужно все-таки жить и создавать и красоту, и удобство, это вот рядом с нами. Вот, ну и плюс семье, уже меняется в республике, да. Философия в том плане, что жить не сегодняшним днем, а не так, что после нас хоть потоп. Нет, да, конечно, вот такого да, уже да, нет. Нет, совершенно верно. Люди уже планируют на 20, на 30 лет, да, там, ну как и все, наверное, да, мы жизнь строим так. И общество тоже вот реагирует так же, когда существуют программы развития, да, вот национальные проекты, они уже до 2020, ну, там, 30-го года, да, 36-го года мы уже предполагаем, как будет развиваться та или иная сфера и какие блага это принесет для общества. Ну, причем сейчас в обществе такая тенденция не я, а мы. Совершенно верно. Это одно из, наверное, вот ярких на самом деле таких позиций, когда люди говорят мы сообщество, мы общество, мы волонтеры, мы патриоты, мы. Да, на самом деле это все вот очень даже в обществе витает. Общественная палата, я уже говорила о том, да, это связующее звено между обществом, властью, между народом, властью. Вот расскажите именно, какие механизмы обратной связи вот сегодня особенно работают на то, чтобы власть услышала, до власти донести верную информацию? Мы говорим о том, что общественная палата на самом деле это инструмент не только для проведения там исследований или мониторингов, это и встречи непосредственно с жителями Республики Башкортостан. Вот за прошлый год более 100 выездов было осуществлено в разные населенные пункты республики, и там живое общение. И когда непосредственно общаешься уже с людьми, то узнаешь на самом деле те или иные моменты, когда вот, необходимо просто совершить телефонный звонок, либо уже системные вопросы, которые возникают. Тогда уж мы берем их для проведения там, вот, исследования этого вопроса, да, время, проводим круглые столы с приглашением специалистов, и мы тогда проблему с экспертами обсуждая, приходим к единому мнению. А если говорить сейчас о том, что существуют такие тенденции еще в обществе и кадрового голода, и оттока молодежи, вот какие, как вы думаете, социальные схемы, механизмы могут помочь решить этот вопрос? Мы вот всегда говорим, что мы живем там, где нам хорошо. И вот Республика Башкортостан – это большая наша с вами дружная семья. И когда хорошо, когда нет ссор, когда нет, когда тепло, когда есть условия и работать, и созидать, и, не знаю, там, придумывать какие-то интересные вещи. Когда все эти условия соединяются, то, конечно же, хочется остаться в семье, жить, растить детей, развиваться. И сейчас очень много в республике делается для того, чтобы было все для людей. И возможность, вот креативной индустрии сейчас развивается, да, это же возможно выразить себя, художники, ремесленники, но это такая индустрия, да, которая развивает людей, творческие способности, создаются мультфильмы, фильмы. И, это как раз тот самый случай, когда хобби может стать бизнесом. Да, совершенно верно. Также очень бережное отношение к предпринимательскому сообществу, предпринимателям. Если мы берем то учебные заведения, да, очень много и строительства школ, и детских садов, и ремонты в школах проводятся. Поэтому и вот кампус, который строится, это пример именно того, что как в нашей республике делается все для того, чтобы люди жили, получали блага и не хотели уезжать с республики.
Энжи Вильевна, вы не только как общественник, но и как житель республики, что бы вы хотели услышать в этом послании? Я мама, и надеюсь, что я буду когда-то бабушкой. Мы сейчас обсуждаем с дочерью эту тему, что я хочу быть многодетной бабушкой, да, но так уж получилось, что она у меня одна. И я бы, конечно, хотела услышать именно слова о том, что детям, внукам будет комфортно и безопасно жить в республике. Энжи Вильевна, спасибо огромное, что нашли время сегодня, пришли и поделились своими мыслями, чаяниями в преддверии послания, которое будет озвучено 30 января в пятницу. Спасибо. Спасибо. Итак, я напоминаю, еще раз, 30 января в пятницу глава Республики Башкортостан обратится с ежегодным посланием Госсобрания региона. Прямую трансляцию можно будет смотреть на телеканале БСТ, начало в 10:00. Ну а на наши вопросы в программе интервью отвечала Энжи Ахмадуллина, это председатель Общественной палаты Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина, спасибо, что были с нами.